Хорошо, Федосия Гавриловна тогда начинает. Я умолкаю. У нас уже сегодня как бы вторая встреча, да, вот именно на свежем воздухе, когда пациенты приходят на прием к врачу, практически у них разговор, диалог получается только о болезни, да, вокруг болезни. Там определенное время, и во время приема, когда по болезни пациент как бы полностью не раскрывается, свои чувства, свои переживания, он не может говорить. А вот именно вот встречи в таком формате, да, они дают очень необходимы для пациентов. Ну, мы так считаем, и как раз вот у нас в рамках проекта «Ты не один» встреча с пациентами, вот такой неформальной обстановке, особенно погода очень хорошая. И во время прогулки те вопросы, которые, начиная от диеты, например, да, как себя вести между курсами химиотерапии, например, вплоть даже Сегодня очень хорошо, что с нами родственники пациентов, да, уход тяжелых пациентов, даже вот не медикам, среди своих родственников, когда болеют близкие люди, бывает очень тяжело, чисто психологически, физически даже, да. Да, к сожалению, когда беда приходит внезапно, человек не знает, как поступить, как вести себя, вплоть до того, чтобы что готовить, там, удобно ли будет лежать, там профилактика пролежней, всего этого. Это на самом деле очень важно. Поэтому вот такие встречи, они дают много, чисто в практическом плане, и пациенты раскрываются, и у пациента появляется уверенность, что рядом есть врачи, онкологи, да, которые в любой момент они могут прийти на помощь. Вот психология пациента, особенно онкологического, да, после как устанавливается диагноз, после такого шокового состояния, они, значит, становятся беспомощными, как будто остаются сами по себе с болезнью. И вот именно такие форматы общения, ну, на наш взгляд, на взгляд специалистов, очень помогут нашим пациентам. Поэтому впредь тоже мы будем это продолжать в любой форме. Мы можем встречаться, и ну, скоро уже холода будут, поэтому в каких-то местах закрытых, и в основном формат общения, он будет в свободном таком стиле. Поэтому у кого какие есть вопросы, начиная от, скажем, диеты, там, лечения, пожалуйста, вы можете задавать. Огромное спасибо нашим коллегам. Сегодня вот все активно, особенно молодежь, они откликнулись и пришли на беседу с нашими пациентами. Да, мы пока за вами шли, уже несколько вопросов, которые хотела задать вам, уже ваш коллега ответил. Отлично, отлично. И хирурги, и химиотерапевты, вот, несмотря на свою занятость, даже наша коллега после дежурства пришла, да. Это очень отрадно, очень хорошо. Это говорит о том, что врачи-онкологи, они неравнодушны своим пациентам, они хотят помочь в любом виде своим пациентам. Так же, да? Угу. Поэтому это очень важно. Вопросы, может быть, есть. Ну, у нас тематика сегодня... В любой форме. Хахалы, чалы, как вам удобно. Как тематика сегодняшнего общения у нас, потому что решили же тематически сделать, да, потому что вот прошлое общение, оно было просто великолепно, да. Мы для себя открыли тех людей, которые, собственно, мы же в своем мире тоже живем, да. Люди в своем мире живут. И вот увидели как раз тот мир, который, собственно, ну, очень хороший и, собственно, нужен и для нас тоже. Так что это как бы обоюдное общение, да, обогащающее. Да, совершенно верно. Ага. А сегодня тематика у нас как раз очень такого сложного процесса и нового процесса, как ковид и онкология, да.
потому что вы же, так же, как и мы, все мы столкнулись с этим, и, конечно, это достаточно серьезно, страшно, и сейчас уже чувствуется, что, видимо, как бы это печально ни звучало, видимо, это на всю жизнь имеется в виду. Вот эта болезнь пришла в каких-то своих новых мутациях, проявлениях. Она, наверное, так же страшна, как и наши процессы, но наши процессы, они, к сожалению, такие. Они, во всяком случае, от ковида находят какую-то вакцину, да, вакцинная профилактика там, и так далее, несмотря на мутации. А наши процессы, это вот такие процессы, при которых еще пока не нашли тот компонент иммунопрофилактики, да. Ну, есть, конечно, такие заболевания, как рак шейки матки, которые, собственно, можно предотвратить вакцинацией против вируса папилломы человека высокого онкогенного типа, да. Но вот только, наверное, единственная локализация, где есть иммунопрофилактика, вакцина-профилактика рака. Все остальные локализации, их достаточно много в нашем организме, да. Вот сколько органов, столько и, грубо говоря, болячек наших, да. Тут, конечно, подходы очень такие серьезные, и пока они совершенно свои подходы, да? Ага, ну вот, а то, что касается ковида, то, конечно, на сегодняшний день, вот, когда мы только столкнулись с этой пандемией, никто из нас не знал, как себя вести до такой степени, что мы не знали даже в организационном плане, как это делать. Переезды. Да, с этими переездами, конечно, вот, спасибо за понимание наших пациентов, потому что это тоже очень сложно, родственников пациентов, потому что понятно, что мы не могли, вот как раньше, чтобы приходили к нам пациенты разговаривать с нашими, допустим, родственники к пациентам и так далее, да. Но это вот новые условия, которые, собственно, новая болезнь диктует свои новые организационные условия. Но хорошо, что вот Минздрав РФ разрабатывает методические рекомендации, которые дают нам, собственно, очень большие учебные моменты, да. Мы все, каждый из нас, вот присутствующих здесь онкологов, да, и наших коллег в фтизиатрии, да, мы, как только выходят новые методические рекомендации, у нас есть свой портал российский, да, где мы, собственно, ознакомившись с этими методическими рекомендациями, мы сдаем экзамены для того, чтобы получить свидетельство. Это необходимо. Это как портфолио каждого врача, среднего медперсонала, да, наших медсестер. Это обязательное требование, которое, собственно, контролируется. Вот почему на сегодняшний день этих методических рекомендаций много. С первых методических рекомендаций, начиная с организационных моментов, как надо одеваться, чтобы не заболеть, да, какие средства индивидуальной защиты используются, как нужно лечить, да, людей, которые заболели ковид. Но вот все это было, но, к сожалению, не было ни одних рекомендаций как раз по ковид и пациенты с онкологической патологией. Мы достаточно долго этого ждали, но мы шли, собственно, по тому, как было, да, где-то по наитию, где-то как-то вот. Но, тем не менее, слава богу, мы ни разу не закрылись, потому что вы же знаете, что в странах Европы онкологические службы, которые при многопрофильных больницах, они совершенно вот просто обрушились, да, их не оказывали помощь, потому что все было закрыто. Ну, во-первых, в Российской Федерации ни один онкологический диспансер не закрылся, и это очень здорово. Это говорит о той очень сильной системе оказания медицинской помощи в России. Да? Далее, вот эти методические рекомендации выходили очень мобильно. Мы практически, вот месяц прошел, и в следующие методические, дальше следующие. И, наконец-то, мы дождались, потому что мы спрашивали, как же быть с нашими пациентами, которым необходимо, которых нужно тоже оберегать, конечно, и потому что это особая категория, да, и какие вакцины необходимо делать. Никто нам об этом ничего не говорил. Но вот где-то начиная с конца года, да, начались клинические испытания совместно с Институтом Гамалея.
3 НМИЦ самых наших основных российских стали проводить клинические испытания. И уже вот получается в этом году достаточно быстро есть рекомендации клинические, как работать с такой патологией, как ковид при онкологическом процессе, или же ковид и онкология. Да? Значит, то, что касается официальных данных, то на сегодня наши пациенты, кто в 3-й клинической группе, да, то есть те, кто в ремиссии в течение года, могут получить любую вакцину, но рекомендуют больше Спутник Лайт, Спутник Ви, Ковивак, да, для того, чтобы себя оберечь от такого сложного заболевания, как ковид, страшного заболевания. А так, собственно... Пивак корону обходит. Пивак корону, но, значит, и пивак короны вакцинируется. Просто даны официальные рекомендации на сегодняшний момент именно такие, потому что провели клинические испытания, потому что клинические испытания проходят по фазам, да, и с крайней фазы уже видно, что, собственно, видимо, эти я так понимаю, вакцины, собственно, и проходили клин-испытания, да. А то, что касается пациентов, которые в процессе лечения, тут, конечно, тоже очень все серьезно, потому что есть, смотря какие препараты, очень серьезные препараты, цитостатические, химиопрепараты, да, есть препараты иммунотерапии, которые на какой-то период являются противопоказанием для проведения вакцины профилактики, потому что мы же понимаем, что вакцинация – это тоже воздействие на иммунный процесс, да, и это все, то, что касается проведения индивидуальной вакцинации против ковид, это все нужно делать, проконсультировавшись со своим лечащим онкологом. Собственно, я не знаю, коллеги, может быть, дополнят, да? А у вас есть какие-то уже наблюдения? Уже же время много, наверное, пациентов. Давайте, или Федосия Гавриловна. По поводу вакцинации, да, онкологических пациентов, именно которые находятся в процессе лечения, да, это лекарственный, любой вид, это гормонотерапия, это химиотерапия, это иммунотерапия. Если пациент находится, особенно это касается пациенток с раком молочной железы. Они долго, в течение 5 лет и более, получают гормонотерапию в таблетированной форме. Если у пациента, как Лена Николаевна уже сказала, 3-я клиническая группа, это значит выздоровевшие люди, простыми словами. То есть они закончили давным-давно лечение и наблюдаются просто у онколога. Обострения болезни нету. Во время ремиссии. Ага. В 3-ю клиническую группу, ваше лечение закончилось, и в течение года у вас нет с момента окончания лечения нет ни прогрессирования, ни рецидива, да, коллеги? Комиссионно уже, собственно, вам уже, потому что один врач-онколог, конечно же, вам не скажет стадию или еще что-то такое. Тогда уже переводит в 3-ю клиническую группу. У нас вообще в онкологии есть понятие стадий, есть понятие клинические группы. 3-я клиническая группа – это момент ремиссии. Да. И эти женщины, они спокойно могут получить, в зависимости от возраста, от сопутствующей патологии, любой вид вакцины. А те, которые находятся в процессе химиотерапии, иммунотерапии, тяжелые пациенты, это решается индивидуально. Но если пациент переносит лечение хорошо, например, среди этих пациентов тоже есть понятие, например, пациент получает просто профилактическое лечение, то есть адъювантное. Такие пациенты, они могут между циклами получить, например, через 2 недели после химиотерапии, потом 2 недели дается перерыв, то есть можно сделать 4 недели между циклами. И они спокойно получают, на сегодняшний день Спутник Лайт, и они получают. Даже лучше, потому что один компонент. Да. Спутник Ви, конечно, очень хорошая вакцина, но один компонент, потом через определенный
время нужно получить вторую компоненту. Ага. А те пациенты, которые как бы с лечебной точки зрения получают химиотерапию, лечебные циклы, то есть тяжелые пациенты, у этих пациентов строго решается индивидуально с лечащим врачом. Поэтому если есть у нас среди наших пациентов, ну, инкурабельным пациентам, тяжелым желательно не надо. Есть пациенты, которые они очень хотят получить вакцину. Люди же сознательные, никто не хочет повторно онкологическую патологию. Плюс еще ковид будет, это же страшно. Поэтому их этот вопрос очень волнует. Поэтому сегодняшняя тема, она как бы не... Выбор сегодняшней темы не случайен. Именно вот для онкологических пациентов, вот у нас 2 года же в стране, и за это время мы как бы получили кое-какой-то опыт. Научно-исследовательский институт, они проводят огромнейшую работу для того, чтобы нам написать рекомендации, клинические рекомендации. Вот. И сегодня у нас еще доктор по ковиду, да? Педиатр. А так никто из вас не вакцинировался, да? Вакцину получили? Екатерине Сергеевне тоже можете задать. Я болела. Может, доктора? Ну, надо смотреть, потому что если переболевшие, то надо смотреть по антителам. Добавить. О вакцине добавишь что-нибудь? Если есть вопросы, то... Переболевшие через полгода, да, по рекомендациям, да. А если тоже надо по динамике как раз содержания иммуноглобулина G. Хорошо. Ага. Спасибо большое, Лена Николаевна. Ага. Хорошо. Мы друг на друга подписаны, вот почему. Спасибо большое, Лена Николаевна. Ага. Ага. Следующая Встреча у нас в Национальном художественном музее. Ну, мы анонсируем тоже. Ага. У меня 2 недели. Да, конечно. Ага. Прогулки у нас. Может, какие-то социальные, юридические вопросы могут возникнуть, да? Вот Мария как раз может Можете по этим вопросам обратиться ко мне. проконсультировать, да? По юридическим ко инвалидности, мне. там, по лечению, по оплате лечения и так далее. Потому что по инвалидности, как правило, тоже спрашивают очень много. Лучше в режиме вопросы-ответы сделать. Вопросы-ответы. Так, последующие встречи у нас, наверное, будут проходить в музее, да? Да, скорее всего, национальном тоже в Национальный субботу. художественный музей. Отремонтировали? На Галерея Кирова, 19. западноевропейского Ну, там искусства по улице Петровского, Уточни. напротив оперного театра. Да, мы Там были, ремонт мы проводили, кажется. да, мы там как раз и проводили Они вот открылись? первые. Но мы уточним, если Ну, если напишем. даже там не будет, мы То в на самом Кирова. национальном музее по Кирова. Да, по Кирова Там тоже у можем нас проводить. проходили, да. Конечно, хотелось бы побольше пациентов, да, чтобы эффективно было. Пациенты, ну, это тоже такой вопрос. Некоторые пациенты они же особо не, ну, как бы не показывают, особенно, ну, как бы, что они переболели, Что они болеют онкологической патологией. Но все равно один человек с болезнью, любой болезнью, даже вот голова у человека болит, да, уже начинает, ну, какую-то помощь все равно, всегда поддержка нужна.